Let's go.
Заправить-то надо. Доброго хоккейного вечера, Уфа! Башкирская хоккейная лига возвращается на наши экраны. Встречи лидеров УФСИН, Транснефть. Федеральная служба исполнения наказаний на данную секунду первая команда любительской хоккейной лиги, но имеет в активе на 2 игры больше, чем Транснефть Урал, отстающий на 4 очка от первой строчки. Чтобы Транснефть вернуть лидирующие позиции, важно победить сегодня в основное время. Удастся ли это сделать или нет, покажет игра. Перед тем, как перейти к жаркой дуэли, познакомиться с составами играющих команд УФСИН. 35-й номер Рассказов Илья, 7-й Рэпш Игорь, 10-й Кочетков Андрей, 13-й Столовин Евгений, 19-й Князев Андрей, 22-й Новохадский Артем, 24-й Горбунов Андрей, 27-й Емилов Раиль, 36-й Пупшев Павел, 41-й Курбанов Григорий, 43-й Муфтахуддинов Антон, 55-й Малиевский Александр, 80-й Гильванов Артур и 91-й Тагиров Азат. Перейдем к составу Транснефти. 48-й Герасимов Эдуард, 89-й Галиулин Ильшат, 47-й Ирназаров Ильгиз, 17-й Лебедев Сергей, 7-й номер Шатунов Альберт, 5-й Пономарев Антон, 16-й Мюрастай Александр, 9-й Швыков Вячеслав, 10-й Тряскин Михаил, 11-й Фахриддинов Айрат, 29-й Елизарев Александр. Внимание, первая атака УФСИН и бросок в ближнюю девятку. Гол! Гол забивает Артур Гильванов. Нашел он брешь между плечом и девяткой у Евгения Брындина и отправил шайбу точнёхонько. Вот это класс! И это есть высший пилотаж. Не прошло и минуты грязного времени, а УФСИН уже впереди. Шикарно! Недаром все ждали эту встречу лидеров, и она начинает оправдывать некоторые ожидания, хотя о них пока громко говорить, потому что коллективы толком еще не вкатились в игру, но УФСИН доказывает, что очень хочет добыть вторую победу над Грозной Транснефтью
И не потребовалось у ФСИН много времени для раскачки. Остановились мы на 29-м. Елизарев Александр, 57-й Захаров Семен, 87-й Нуркаев Тимур, 21-й Тагиров Тимур, 60-й номер Брындин Евгений и 22-й Султанов Ильдар. Главный тренер УФСИН Володин Павел Игоревич, главный тренер Транснефти Емелин Сергей Сергеевич. Для вас на этой встрече отработают оператор и режиссер трансляции Анатолий Зотов, оператор Татьяна Зотова и комментатор Илья Антипин. Вот и Транснефть. Отвечает Сергей Лебедев. Бросил поворотом, но шайба просвистела над перекладиной. Транснефть не собирается так быстро покидать зону УФСИН, но придется, ведь белые быстро подхватили шайбу и отправили ее подальше от собственных ворот. В обороне очень важно грамотно и четко сыграть против Транснефти. Это самая результативная команда башкирской хоккейной лиги. Свободного пространства ее нападающим точно не нужно давать. УФСИН единственная команда, одерживающая победу в лиге над Транснефтью. Еще бросок поворота с неудобной руки, но выстрел заблокирован. Самые мастеровитые команды на площадке, и мы видим, какие скорости задают они. И мы видим, почему Транснефть и УФСИН с такой легкостью переигрывают своих оппонентов, потому что они на голову, а то и на две выше других коллективов, которым требуется и раскачка, и не владеют они такой работой коньком, как главные герои УФСИН и Транснефти. Есть контакт, есть падение, но этого всего недостаточно для первого удаления. Столовин против Пономарева. Столовин шайбу не забрал, потому что Пономарев оказался сильнее в этом эпизоде. Передача в центр, но поставить клюшку Гильванов Артур не сумел. Я не знаю, дорогие друзья, как вы считаете, разделите со мной мнение мое или нет, но я все-таки выскажу его, что Артур Гильванов забросил, пожалуй, одну из самых симпатичных шайб в регулярном чемпионате, потому что не каждый-то профессиональный игрок так сумеет хладнокровно разобраться на короткой дистанции с вратарем, потому что толком-то не бросал, а наоборот, как можно быстрее сближался с голкипером и вот так хладнокровно отправил над плечом. В отличие от УФСИН, у Транснефти на скамейке есть еще один запасной вратарь Ильдар Султанов. Это также стена. Также защищает он классно свои владения, как и Евгений Брындин. Отменно, что Транснефть также производит по ходу сезона ротацию. Но, с другой стороны, для Ильи, рассказывал, большое наслаждение выступать в каждом матче, чувствовать кураж, чувствовать вкус игры. Внимание, передача в центр, нет броска, вторая волна атаки есть. 1-1. Ильгиз Ирназаров, он начал это наступление. Он ворвался в зону через центр на быстром шаге, и он завершил атаку. Ах, сколько же болельщиков сегодня на малой арене. Уфа-арена, хоккейный праздник столицы республики Башкортостан продолжается. Вчера Салават Юлаев взял реванш в ожесточенной схватке против Трактора, одержал уверенную победу 4-1 и сравнял счет в серии. И вот сегодня праздник продолжается топ-матчем любительских команд. А это мы еще не говорим о насыщенном календаре воспитанников Салавата Юлаева. Там тоже вот-вот начнется плей-офф, и там тоже уже готовы сходиться непримиримые соперники. Рэпш, один из самых фактурных игроков башкирской хоккейной лиги, отменно играет на последнем рубеже, но и также задает тон атакам.
УФСИН. Это бьющий игрок. Бросок поставленный. Может пробить с любой позиции и с любой дистанции. И в любом случае это будет опасно. В одном из матчей Рэпш не рассчитал силу своего броска и выбросил шайбу на трибуны, получив за это 2 минуты штрафа. Бросок спасения. Евгения Брындина плечом отразил выстрел. 60-й номер Транснефти. Так вот, УФСИН, как мы уже сказали, единственный клуб башкирской хоккейной лиги, кто сумел совладать с Транснефтью. Историческое событие произошло 28 января. Федеральная служба исполнения наказаний переиграла Транснефть после матчевой серии буллитов 3-2. До этого Транснефть переиграла УФСИН 4-2. Бросок со встречного угла на месте рассказов. А почему бы не повторить подвиги УФСИН и тоже бы не проверить голкипера в ближней девятке? Подумали номинальные хозяева встречи. Да, Транснефть сегодня принимает этот матч, именно поэтому у этой команды зеленые домашние цвета. Можно на секунду даже издалека перепутать лого с их командой Тампа Бэй Лайтнинг. Еще один бросок по воротам на месте Брындин. Если не вглядываться в логотип Транснефти, то действительно можно увидеть что-то наподобие молнии. А это, как я уже сказал, логотип Тампа Бэй Лайтнинг, в который играет воспитанник Салавата Юлаева, голкипер Андрей Василевский, сильнейший вратарь национальной хоккейной лиги. Так вот, УФСИН переиграл Транснефть 3-2 и взял реванш за поражение в первом круге. Транснефть переиграл УФСИН 4-2, но это было непросто. И вот сейчас третья схватка между этими коллективами. Ничьи не будет. И интересно, кто же возьмет верх в этой дуэли. Внимание, момент, можно забивать. Какой сейв! Илья Рассказов двойной подряд спасение совершает. В этом эпизоде классно работает ногами и не отворачивается от броска, как большой вратарь профессиональный. И болельщики Транснефть заводятся. Чувствуют они, что можно дожимать УФСИН в этой атаке, потому что у номинальных хозяев ударное звено на льду. Пономарев ушел в угол, сделал передачу на пятак, но принять пас не получилось у Фахридинова. Но Фахридинов быстро возвращает шайбу в зону. Еще один скрытный бросок из-под Горбунова, но шайба просвистела рядом со штангой. Но это не означает, что это было не опасно. И УФСИН, отбившись, просто от греха подальше отбрасывает шайбу за ворота Евгения Брындина. По регламенту башкирской хоккейной лиги можно выбрасывать шайбу от ворот до ворот, и за это не будет назначен проброс. Но одновременно с этим отмечаем, что последние 2 минуты третьего периода проходит под аккомпанемент регламента профессионального хоккея. Включается и чистое время, и, соответственно, пробросы. Внимание! Замысловатая передача поперек верхом на противоположный фланг, но никого не сумел Евгений Столовин найти. Ну и можно понять Евгения. Находился он под прессингом соперников и поэтому отправил шайбу в свободную зону, чтобы не обрезаться. И, внимание, самый быстрый игрок Транснефти Ирназаров. Шайбу он может бросить с кистей в дальний угол, рикошет. На месте Илья Рассказов. И вновь УФСИН выбрасывает шайбу из своей зоны. Мы видим, как последние минуты Транснефть больше владеет шайбой, больше атакует и заставляет тем самым номинальных гостей работать вторым номером, отбрасывая шайбу куда подальше. Стоит отметить, так, внимание, 2 в 2 выход, это всегда опасно. В исполнении Транснефти, смещение в центр, бросок по воротам. Но не попал под перекладину Сергей
Лебедев. В любом случае шайба остается. У Транснефти берет к борту. Еще одна попытка броска. На сей раз Елизарев приложился подбор за Транснефтью. И несколько пассивно вели себя хоккеисты УФСИН в этом эпизоде. И едва за это не поплатились. Стоит также отметить, что команда Транснефть круто играет на подборах. И поэтому ни в коем случае не нужно выключаться хоккеистам УФСИН ни в одном из эпизодов и не давать много свободы хоккеистам в зеленых цветах. Пупшев с шайбой не сумел пройти по флангу. Фахридинов набирает ход, бросок. Или даже эта передача была на пятачок. Ну и этот пас оказался прерванным. Рэпш по флангу, Горбунов нет. Горбунову никто не разрешил пройти вперед. Емилов шайбу не приклеил к клюшке, зато как бросил низом. Опасно проверил бдительность Брындина, но Евгений не дремлет, держит ситуацию под контролем и спокойно отразил бросок в сторону. Внимание, Горбунов, вновь попытка броска. Еще раз, ах, не попал. И со второго раза по шайбе Горбунов. И Транснефть, пользуясь этим случаем, также по диагонали выносят шайбу с целью быстро сменить атакующую пятерку. Пока болельщики Транснефти гораздо активней, в отличие от болельщиков УФСИН, несмотря на то, что и те каждую секунду используют горячие кричалки, тем не менее болельщицкие дудки Транснефти громче, чем у болельщиков противоположной команды. Михаил Тряскин устремляется по флангу, смещается в центр. Тряскин нет. Гильванов Артур его остановил, подбив по клюшку, и неправильный вход в зону. Впервые за долгое время пауза у нас в игре. Сразу не скажешь, сколько команды действовали без паузы. Голкиперы намертво не брали шайбы. Не было голов, но тем не менее игра смотрится. Матч горячий. И болельщики делают его только красивее. Вновь Тряскин по центру. Внимание! Голаса! Михаил Евгеньевич! Какой шедевр кладет! Троих переиграл на своем пути и заодно раскачал на месте Илью Рассказова, действовавшего строго по броску. Браво! Транснефть впервые в этом матче выходит вперед 2-1. Назревала вторая шайба в исполнении Транснефти. И вот она. За 2 минуты до конца первого периода. И Коля, пошли у нас голы. Отметим, что УФСИН и Транснефть самые забивающие команды БХЛ. Убойную реализацию имеют в активе. УФСИН за 13 матчей отличился 67 раз. Внимание, бросок по воротам, Брындин. И вот мы говорили о том, что фиксировали, не фиксировали вратари шайбу. Ох-охо, так! А нам бы тут продолжение. Салават Юлаев, Трактор. Не надо. Помним мы вчера третий период поединка между Уфой и Челябинском, когда команды начали выяснять отношения 5-5. И тут назревают горячие разговоры. Ну, стоит отметить, что Андрей Кочетков один из лидеров команды и всегда стоит за своих горой. Поэтому, если что-то в адрес он получит нелицеприятное, может и ответить. Мы увидели, что Кочетков после того, как услышал что-то неприятное, тут же оттолкнул оппонента. И продолжаются разговоры. Подъехал Антон Пономарев. Ему не понравилось поведение ни Игоря Рэпша, ни Кочеткова. И посмотрите, как
решил успокоить ситуацию. Главный тренер Сергей Сергеевич Емелин тут же подозвал на скамейку запасных Антона Пономарева, чтобы тот не продолжал конфликт, а наоборот постарался его как можно быстрее погасить. В любом случае время остановлено. Минуту 0,5 команды свои доиграют, но перед этим важно вынести верное решение товарищам судьям. На матчах Башкирской хоккейной лиги всегда работает пара арбитров, чтобы ни один эпизод не ускользнул из глаз. И мы видим, что в дуэте легче погасить такие эмоции. Так, а что по штрафам? Мы видим, Павел Пупшев отправляется на скамейку штрафников. Не все, больше не будет наказаний. 4 у УФСИН на льду, 5 у Транснефти. Вот так разобрались судьи. Первое большинство в этом матче получает Транснефть. Посмотрим, как разыграют формат 5-4 номинальные хозяева. Транснефть любит забивать, имеет на одного игрока больше на льду. И вновь нашеигроком Шади входит в зону. 47-й отдает передачу во фланг. Внимание! Ошибка. Емилов возглавляет контратаку. Горбунов будет забивать. Нет! Возвращается домой Ильгиз Ирназаров и срывает опаснейший бросок поворотом. Неточная передача. И необходимо Герасиму Эдуарду возвращать игровой снаряд своей команде. Но не получается это сделать, потому что хоккеисты УФСИН выводят игровой снаряд далеко вперед и грамотно убивают время меньшинства. И 7 секунд остается до конца первого периода. Есть время на бросок у Горбунова, но все. Пупшев может спокойно досматривать первый период в штрафном боксе, ведь больше моментов не будет. 2-1 Транснефть после 17 игровых минут. Впереди, через минуту возвращаемся на лед. Не уходите. Перевели дух и можем продолжать. 49 секунд остается до появления оштрафованного на льду Пупшева, но, может быть, появится он на площадке раньше, если Транснефть реализует большинство. Но как бы в большинстве не пропустить номинальным хозяевам, потому что Тагиров обокрал и с разворота попытался с острого угла огорчить Брындина. Не получилось у него это сделать. Внимание! Вновь бросок. И этот выстрел оказывается заблокирован. Александр Миростай в предыдущем эпизоде приложился. Елизари, борьба на пятаке, добивание. И где шайба? А шайба за воротами. Потому что вновь на чеку основной голкипер УФСИН
Илья Рассказов. Наброс от синей линии. Пупшев уже на льду. Не получилось Транснефти реализовать первое большинство в этом матче. Зато по инерции продолжает гнуть свою линию. Внимание, смещение в центр, перевод. По диагонали, бросок по воротам, рикошет. Не доходит шайба до цели от Сергея Лебедева, но на подхвате вновь Транснефть никак не могут игроки в зеленых цветах расстаться с игровым снарядом. И более того, владение свое продолжит. И уже по ходу атаки Транснефть сменит атакующую пятерку. Зато Ирназаров вновь набирает сумасшедшую скорость. Все походит, бросает ближний угол, на месте голкипер. И еще раз вступает в игру Илья Рассказов. И вот так УФСИН вынужден отбрасываться подальше от ворот. Но стоит отметить, что и Транснефть, и УФСИН прекрасно играют в прессинге. Шикарный перевод по диагонали на дальнюю штангу. Но каков красавец Рассказов. Прочитал игру, не побоялся выйти из ворот и клюшкой передачу прервать. Ах, как хорошо, что в БХЛ можно вот так выбрасывать шайбу в игровые минуты, кроме последних двух, потому что это очень часто помогает при затяжном времени в отборе, в обороне. Транснефть также мучается, можно сказать, с УФСИН. Да, больше владеет шайбой, да, играет первым номером. Но одновременно отмечаем, что УФСИН очень компактно действует в обороне, стараясь поймать оппонента на контратаке. Передачу под синюю линию, но не сумел шайбу укротить Александр Мюроста. И вот он снова с шайбы по центру бросает прямолинейный выстрел, на месте Илья Рассказов. Также Рэпш примчался на пятачок и поставил свою могучую спину, не давая голкипера в обиду. Помимо лучшей реализации в лиге у УФСИН и у Транснефть, лучшая оборона в лиге. УФСИН за 13 матчей пропустил всего 19 голов. Транснефть за 11 матчей пропустила 14 голов. В этом огромная заслуга, конечно же, вратарей. Более того, вратари этих команд наверняка почти будут претендовать на звание лучших голкиперов в лиге. Конечно же, эти награды вручаются уже после полного розыгрыша плей-офф, но тем не менее предпосылки к этому есть, потому что регулярный чемпионат, он большой и тоже имеет вес в распределении индивидуальных наград. Рассказов в ближнем бою остановил Сергея Лебедева. Настоящий герой эпизода. Сергей в одиночку вновь переиграл оборону УФСИН, но не хватило одного точного броска в створ. Точнее, бросок в створ-то был. И только Брындин остановил опаснейшего нападающего Транснефти. Удаление в составе УФСИН. Если первое большинство Транснефть реализовать не получилось, то может получится со второго раза это сделать. Теперь на 2 минуты отправился Александр Малиевский. Но вспоминаем, как УФСИН действует в меньшинстве, активно, напористо на ворота, а за счет, опять-таки, смелой, высокой игры, потому что обороняющаяся четверка УФСИН не прижимается к воротам, а при возможности идет вперед и забирает шайбу. Но и про последний рубеж забывать ни в коем случае не стоит, потому что Транснефть опасная команда, которая находит момент из ничего. Бросок по воротам. Сейв Брындина. С неудобной руки выстрелил Сергей Лебедев, воспользовавшись удачным рикошетом от заднего борта. Но реакция Рассказов в полнейшем порядке. Более того, вместе со спасением еще и ворота подвинул
Но опять же, это не умышленный сдвиг ворот, а, соответственно, 35-го номера УФСИН никто на 2 минуты отправлять не будет. Внимание, попытка номер 3 отличиться в большинстве. И вновь неудачный 2-2 выход. Тагиров возглавляет атаку. Тагиров! Брындин вновь становится героем эпизода. И обнимашки на пятаке Транснефти. Номинальные хозяева, ровно так же, как и хоккеисты УФСИН, горой стоят за голкипером. Занимательный факт. А ведь далеко не каждый поединок в любительской хоккейной лиге собирает вот столько стычек. Это говорит о том, что команды понимают градус игры, понимают ставки, ведь прямо сейчас идет борьба за первое место в регулярном чемпионате. Опять повторюсь, если Транснефть сегодня забирает 3 очка, вплотную приближается к УФСИН и при этом сохраняет игру в запасе. И более чем уверен, что следующую игру Транснефть также заберет, потому что никто против УФСИН не может дать достойный отбор этой замечательной, мастеровитой команде. Еще бросок поворота. Словно из пулемета накидывают шайбы. Хоккеисты УФСИН. Тагиров по центру вошел. Жесткий стык. Еще одно удаление будет в составе Транснефти. Но опять не факт, потому что УФСИН сейчас будет играть шестером против 4, потому что это отложенный фол. Рассказов успел вернуться на скамейку запасных. Все. Есть пауза, есть касание игрока Транснефти. И минуту УФСИН будет играть 5 против 3. Более того, на скамейке штрафников у Транснефти сейчас находятся, пожалуй, самые быстрые хоккеисты и самые опасные. А именно Ирназаров и Лебедев. Без них сложнее будет Транснефти вылетать в контратаку. В меньшинстве УФСИН выиграет важнейшее вбрасывание, тем самым задавая плотный фундамент для закрепления в зону. Рэмш, бросок, рикошет мимо ворот на подборе. Новохадский, борьба у борта. Транснефть как можно дольше нужно задержать шайбу там, потому что время работает. На них еще один выстрел. На месте Брындин, добивание. Где шайба? Шайба перед носом у Евгения, но забрать он ее не смог. И Транснефть всей тройкой набрасывается на шайбу. Рэмш. Мухтахудинов просит передачу открывать широко. Вовлаг передача. И бросок поворота с близкой дистанции. Добивание. 2-2. 2-2. Горбунов сравнивает счет. Били, да забили. Буквально нескольких секунд не хватило до появления Ильгиза Ирназарова. Не хватило еще одного удачного действия Брындина, чтобы не допустить вторую пропущенную шайбу в этом матче. Но к Евгению 0 вопросов. 2 подряд броска в упор отразил, а здесь уже, извините, должна была на первый план выходить игра защитников. Именно они должны почищать пятачок за голкипером, если тот отражает шайбу в сторону, либо не сумел зафиксировать ее по определенным причинам. Свисток, неправильный вход в зону. Тагиров поторопился с событиями и вошел в нее раньше времени. Очень важны такие паузы для Транснефти, потому что время грязное, время идет. Еще бросок поворота перед собой отразил выстрел Брындин и выбрасывают шайбу. Хоккеисты Транснефти. Вышел в центральный круг. И можно поймать оппонента на контратаке. Внимание, выход 2 в 1. И бросок поворотом на месте Рассказов. Прочитал Сергея Лебедева. Закрыл ближний угол и спас команду. С одной стороны, прекрасно, что за 2 периода мы уже увидели 4 заброшенные шайбы. И я более чем уверен, что это еще не конец. Во-вторых,
Обидно мне за вратарей, что с такой игрой не получилось им засушить ворота, потому что и Брындин уже сколько сейвов совершил в матчах и рассказов. И если бы не эта двойка вратарей, то голов было бы куда больше. Внимание, передача на дальнюю штангу. Нет, прерывается она, потому что Ирназаров перехватил пас. И более того, Ирназаров некоторое время был без клюшки. Вновь Чистаков. Игровое снаряжение на пятаке. Еще бросок. Пумшев с центра, с убойной дистанции. Едва не отправил шайбу под перекладину. Еще одна попытка передачи на пятачок. И теперь Транснефть вынужден вот так отбиваться. Но нельзя дремать на последнем рубеже, потому что Михаил Тряскин, как искусный партизан, подкараулил Каучуковый снаряд и едва не вылетел на свидание с рассказом. Вновь отбор, не получилось у Столовина в одиночку углубиться в зону. Транснефть получает шайбу Эдуард Тимофеевич, но остановил его вездесущий Тагиров. Азат также является одним из самых техничных игроков в чемпионате. У Тагирова прекрасная стартовая скорость, и он также легко, как Ирназаров, как Сергей Лебедев, может улететь от защитников и выскочить на свидание с вратарем. Вот и Ильис, передача на пятак, но не поспел прервать пас партнер. Грамотно в закрытом блоке встречает такой выброс шайбы Евгений Брындин. Свежо воспоминание, когда при похожей ситуации Серебряков, лучший вратарь КХЛ, пропустил такую шайбу. Вновь Брындин достает шайбу из мертвой зоны для вратаря, грамотно ставя ловушку. Не укротил шайбу с первого раза Нюристай, потому что выдвинулся на нее хоккеист Уфсин. И внимание, вновь контрвыпад, вновь выход 2 в 1. Еще один могучий бросок в ближний угол. Браво! Браво, вратарь! Так, а что у нас тут? Вновь на пятаке Евгений Брындин, после того, как намертво взял шайбу, решил облачиться в роль голкипера торпеда Бульбакова. Также решил агрессивно действовать против полевых. Помним мы первый матч плей-офф СКА Торпеда, когда Бульбаков трижды вылетел на полевого и едва не завязал с ним драку. Евгений Брындин также смело пошел на оппонента, но остановился, и хоккеисты просто обменялись ласковыми словами. Внимание, вновь бросок под перекладину от Тряскина Михаила, но Каучуковый снаряд буквально просвистел над перекладиной. Так, шайба в поле, можно продолжать игру, но Андрей Кочетков на ногах стоячих встречал такой поворот событий, поэтому вылететь на свободный лед у него не получилось. И можно воспользоваться Транснефтью, пока Уфсин меняет всю пятерку. Внимание, Ирназаров, бросок. Нет броска, потому что вновь хоккеисты Уфсин узко расположились в обороне и блокируют каждый выстрел. Ох ты! Красиво вошел в коробочку Михаил Тряскин. Красиво попытался избежать контакта с соперниками, но не получилось. Чистейшая подножка. Третье большинство Транснефти в этом матче. Азат Тагиров отправляется на скамейку штрафников. Не часто увидишь такое изобилие удалений в матче любительской хоккейной лиги, но сегодня матч особенный. Эмоции в нем хоть отбавляй, поэтому хоккеисты могут порой ненароком где-то и на эмоциях нарушить правила, но это точно не про предыдущий эпизод, потому что Тагиров совершил тактический фол, не позволив убежать оппоненту на опасную ударную позицию. Минута 17 до конца второго периода. Уфсин вновь, так же как и
предыдущие разы старается играть во владение, даже имея на одного игрока меньше, также грамотно и искусно убивает время. А тем временем Азат Тагиров уже просидел на скамье штрафников минуту. А это значит, столько же ему остается наблюдать за игрой со стороны. И если у Транснефти не получится во втором периоде все же отличиться в неравных составах, это означает, что третий период команды начнут в таком же формате 5-4, но большинство продлится буквально несколько секунд. Но опять же, если Транснефть не забьет, а ведь номинальные хозяева страстно желают уйти на перерыв. Лидера! Бросок! Гол! Кто, как не он? Сергей Лебедев во всей красе! Какие эмоции! Эти парни словно выиграли Кубок Гагарина. 3-2. 3-2. И Транснефть впереди. Вновь номинальные хозяева выходят вперед, и минута перерыва. Отдыхаем. Артем, ты что, не играешь? Нет, я же не сотрудник. Я здесь не могу играть. Но я в том сезоне играл. И подрался. И подрал. Ну что, третий период, он самый сложный и самый захватывающий. Транснефть во второй раз в этом поединке вышел вперед, так еще под самый занавес второго периода в раздевалочку. И Азаду Тагирову буквально не хватило несколько секунд, чтобы вылететь со штрафного бокса и помочь команде уже в формате 5-5. Но сослагательного наклонения ни в одном виде спорта нет. Поэтому констатирую факт. Бросок из нейтральной зоны. На месте оказался Брындин, но пауза в игре. И вбрасывание выносится в зону УФСИН. Интереснейшие 16 минут ожидают нас. Все было в этом матче. И удаление. И команды поиграли в формате 5-3. И несколько стычек, которые обошлись не только словами, но и применением рук. Потому что громко будет сказать, что команды сошлись на кулаках. Нет. Держат себя в руках молодые хоккеисты и в драку не идут. Хотя мы вспоминаем прошлый сезон, когда была драка 1 на 1 на кулаках, и это было не очень-то красиво. Бросок, нет, вот сейчас будет выстрел от синей линии. Синяя линия закрыта, под шайбу бросился самоотверженно Александр Мюристай и оказался прав. Обращаем внимание, что некоторые хоккеисты выступают в защитных шлемах, но не все. Некоторые также отважно, как и в большом хоккее, не используют защитную сеточку для защиты лица. Такая каска защитная обычно есть у юношей и задействована она обычно до 18 лет, а при переходе на взрослый уровень сеточка снимается и остается только защитное средство для
Глаз. Полезное снаряжение, им раньше такого не было. Диву даешься мужеству хоккеистов, которые выступали раньше, потому что лицо принимало на себя очень много шрамов, тяжелых травм, потому что каучуковый снаряд — это очень неприятный снаряд. Это не футбольный мяч, после которого точно не умрешь, и точно у тебя не будет, и точно у тебя не будут выбиты зубы. А вот шайба, конечно, может навредить и очень серьезно, особенно на любительском уровне. Пока без моментов особых команда обходится в завершающий отрезок. Вот сейчас могут коллективы это исправить, но пока до броска дело не доходит. Вот он выстрел, Брындин на месте, гол, 4-2. 4-2. Не сумел Илья Рассказов зафиксировать шайбу и получите, распишитесь. Класс Транснефти в деле. 4-2. Вновь потрясающая шайба оказывается в воротах УФСИН. Сценарий первой схватки повторяется, когда Транснефть ровно так же дожимала УФСИН в третьем периоде. Мы недаром говорим из репортажа в репортаж, что третий период — это не только самый важный период матча, но и также самый тяжелый в психологическом плане. Пропусти одну-вторую шайбу в решающий отрезок, все. Команда может рассыпаться, потерять уверенность, и сил на камбэк уже не останется. Но УФСИН — это мастеровитая команда, большие мастера в ней, играют много повидавшие на хоккейном своем веку, и не впервые они наверняка оказывались в такой ситуации, когда необходимо было отыгрывать и 2 шайбы, и больше. Но Транснефть хочет избежать, прибегает к маневру. Лучшая защита — это нападение. Играет исключительно в пас, вытягивая УФСИН в свою зону. Длинная передача, ускоряется Тимур Тагиров, но первым на шайбе ему быть не суждено, потому что вездесущий Малиес и Тагиров, внимание, может сам решить все. Азат, но до броска дело не дошло, зато Столовин проверит на внимательность голкипера Транснефти, а Евгений говорит: меня такими задачками не проведешь. 11,5 минут остается до конца третьего периода. Не будем говорить до конца матча, потому что все впереди. И в случае ничейного исхода мы, возможно, станем свидетелями. Булитов, внимание, шикарная передача. Не глядя, была от Александра Мюристая, но никто на нее не откликнулся. И теперь Столовин по флангу, бросок в ближний угол. На месте Брындин. Тут же на подхвате Евгений. Рэпш, мы говорили про его выстрел. Почти без размаха отправил шайбу в быстром полете в сторону ворот Евгения, но это было не точно. В любом случае УФСИН закрепился в зоне Транснефти и продолжает это делать. Важно сейчас УФСИН действовать первым номером, чтобы иметь шансы на спасение. Брындин как никогда хорошо читает игру и отправляет свою команду вперед. Тряскин, внимание, еще один выстрел. Но не сумел Сергей Лебедев пробить Рэпша могучего. Тот от бросков точно не отвернется и своевременно закрыл 7-й номер УФСИН Домик и помог своему голкиперу. Так, Герасимов хладнокровно переиграл Новохадского почти без скорости и вывел шайбу в нейтральную зону, но Новохадский быстро вернул игровой снаряд во владение Транснефти, но пока не получается организовать голевой момент. Рэпш, против него Лебедев. Лебедев падает, нужно подниматься, показывает арбитр. За такое нарушение правил никто
не даст. И, к слову, также стоит отметить, в некоторых случаях планка единоборств несколько повышена, но совсем, но чуть-чуть, потому что это любители, и никто здесь планки профессионального хоккея ставить не будет. Емилов! Да, Бриндин хорош! Но это не значит, что 60-й номер Транснефти идеален. Прямой бросок в уголок на удачу, и удача улыбается. Раиль возвращает УФСИН схватку. 4-3. И тут же Антон Пономарев подъехал к Евгению и подбодрил голкипера, сказал: забудь, все бывает. И Александр Самонов, голкипер Салавата Юлаева, в этом сезоне проводил не самые лучшие матчи, хотя Александр по праву считается одним из самых лучших вратарей континентальной хоккейной лиги. Так же, как и Бриндин, один из самых надежных вратарей БХЛ, но это хоккей. Здесь все может случиться. Внимание, бросок! А где шайба? Нет. Рассказов с большим трудом перевел ее в сторону, хотя на момент могло показаться, что игровой снаряд мог парашютиком нырнуть за спину, но все хорошо, что хорошо заканчивается. Так, а кто шайбой-то будет? Разобрались между собой защитники. УФСИН, благо, никого из игроков Транснефти там не оказалось, но, внимание, перехват, бросок вверха от Александра Мюристая. Неточная теперь встречная атака. Тагир режет угол, делает передачу в центр, закрывает домик клюшкой. Бриндин, кто на подборе? На подборе вновь Транснефти, это Фахридинов Айрат. Он в одиночку идет на всех, потому что ничего не боится. Закрывает синюю линию. И с неудобной руки бросил. И Александр Елизарев, но в створ не попал. Зато Фахридинов сейчас отчаянно борется за шайбу и старается делать все, чтобы не пропустить соперника к воротам. Емилов попробует сделать то же самое, что в предыдущем эпизоде. Нет, потому что кислород ему перекрыл Ильгиз Ирназаров и выбросил шайбу от греха подальше. 7 минут до конца третьего периода. Ах, как хочется, чтобы команды как можно дольше показывали такой классный хоккей, потому что не каждый матч такой разыгрывается даже в высшей хоккейной лиге. Вот с таким изобилием моментов, бросков и контактов. Вбрасывание в зоне Транснефти 4-3. К слову, команды между собой расписывают самый результативный матч, потому что больше 6 шайб в очных поединках между Транснефтью и УФСИН мы еще в этом сезоне не видели. А сами команды в среднем за игру любят забивать по 8 шайб, но пока 8 голами и близко не пахнет, потому что после третьей пропущенной шайбы Транснефть перестанет всей пятеркой нагнетать, будут в первую очередь думать об обороне и в первую очередь будут отталкиваться, конечно, от ворот. Емилов не сумел выйти из зоны перед тем, как обработать шайбу вне игры. Фиксируют арбитры и выносят шайбу в зону номинальных гостей. 5,5 минут до конца третьего периода. Время не останавливается. А жаль, болельщики наверняка нейтральные были бы не против, если команды разыграли между собой 17 минут чистого времени, потому что это позитивно сказалось бы и на голах, и, конечно же, на шоу. Но регламент есть. Регламент в 2 минуты в любом случае чистого времени мы еще увидим. Внимание, Мюристай подобедал ошибку Малиевского, но на выходе сыграл. Рассказ, внимание, бросок! Вовремя закрывает домик Илья, оставляя команду в игре. Ах, какую роль сейчас сыграет гол. В любом случае, если УФСИН отличится в ближайшее время, то, возможно, мы увидим с вами закрытый хоккей. А вот если Транснефть забьет 5-ю шайбу, то
Во-первых, мы, возможно, Уфсин и не увидим. Уже в роли догоняющих, потому что исход будет почти предрешен. И, внимание, еще бросок. И вновь Рэпш на месте. Защитник Уфсин является одним из самых блокирующих хоккеистов лиги. Внимание, бросок, ближний угол с кистей от Сергея Лебедева, но рядом со штангой. И Транссеть выпустил ударную пятерку. Когда, как не сейчас, решить исход этой встречи. Тряскин берет игру на себя. Передача на дальнюю штангу. Севичи! Рассказов снова лучший. Илья пишет рассказ с надеждой на победу. И требует остановки времени болельщики, но опять повторюсь, что грязное время, и никто останавливать время в этой ситуации не будет. 3,5 минуты до конца, но мы одновременно и понимаем болельщиков Уфсин, потому что время действительно быстро течет, и время на спасение почти не будет. Тагиров! Брындин! Гол! 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 Уфсин спасает этот матч со второй попытки. Азат Тагиров переигрывает Брындина. Казалось, все. Евгений герой. Евгений сумел своевременно сместиться в угол, закрыть низ щитком, но Азат Тагиров на то и Азат Тагиров, что всегда доиграет эпизод до конца, не выключится из него. И 4-4. Начинаем все сначала. И словно чувствовали мы, что гол еще будет в этом матче. Именно недаром в предыдущем моменте мы сказали, что Илья Рассказов пишет спасительный рассказ, потому что если бы не Илья в предыдущем эпизоде, если бы не его сумасшедшее спасение в упор, то никакой интриги уже бы не было. Сергей Сергеевич никак не может оказаться безучастным в этом эпизоде. Останавливает матч, берет тайм-аут. И этот тайм-аут с большой долей вероятности взят с целью, чтобы команда подышала, успокоилась, потому что Уфсин сделал практически невозможное. Вернулся с 2-4 против Транснефти. И сейчас моральная составляющая, конечно же, на стороне номинальных гостей. 4-4 за 2 минуты 13 секунд. И то ли еще будет. И вот здесь сказать сложно. А будет ли серия буллитов, или же команды еще забьют 5-ю шайбу и решат все в основное время. Для Уфсин важно зацепить хотя бы одно очко, чтобы иметь перевес на Транснефти. И более того, при распределении дальнейших мест у Транснефти будет преимущество, у Уфсин будет преимущество по результатам очных встреч. Но это еще не вечер, все может перевернуться в любой момент. Рэпш не торопятся команды, остудили атакующий пыл и Транснефть, и Уфсин. И вот теперь-то мы увидим игру в обороне, которая выйдет на первый план. Внимание! Гильванов отыгрывает с партнером, но Гильванов может бить ворот, передачу в центр, касание, бросок, но принял на себя выстрел Михаил Тряскин. Так, и быстрая атака в исполнении Транснефти. Это всегда опасно. Михаил по центру входит, бросает поворот, первый бросок заблокирован. Гол! Дублирует девятку! Такое не напишут в Голливуде! Такое не напишут ни в одной топовой индустрии кино! Потому что такие голы еще нужно придумать. Михаил Тряскин, он сам соткал этот эпизод. Он всех оставил в неудел, чтобы
болельщики возликовали, транснефти, чтобы еще громче они пели свои кричалки под аккомпанемент громких дудок. Браво! Браво, Транснефть! 5-4. И тайм-аут работает Сергея Сергеевича. И вот теперь все или ничего. Шестером на льду хоккеисты УФСИН. Проброс. Фиксируют арбитры. И вот о чем мы и говорили. Последние 2 минуты играются по правилам большого хоккея. Здесь будут и пробросы, здесь будут и временные паузы. И это самое настоящее украшение башкирской хоккейной лиги. Не стремится выйти на лед Илья Рассказов. А чего терять? Какая разница, как ты проиграешь матч? 6-4 или 5-4. Зато у тебя будет возможность отыграться, и это будет втройне приятней. Время остановлено. Хоккеисты УФСИН теперь гораздо внимательнее за ним следят, потому что каждая секунда в этом матче определяющая. Так, а хоккеисты УФСИН неужели всемиром? Да, всемиром оказались на льду номинальные гости, но Столовин отправил Артема Новохадского в запас, и в формате 6-5 продолжают команды. 29 секунд. Огонь на льду. И лед будет растоплен в этой схватке. Рэп, шайба, его фирменный бросок. Рикошет. И внимание, вот сейчас-то может все закончить Мюррестай. Ведь он идет один на ворот, бросает с неудобной руки. Да! Да! Бьет клюшкой об лед. Александр Александрович, ведь он понимает, что это жирная точка в матче, и ее уже не перечеркнуть. 6-4. Голевая феерия. 10 заброшенных шайб, и Илье Рассказову ничего не остается, кроме как вернуться в свои владения, потому что, увы, ах, интрига убита. Но браво, Транснефть! Этот коллектив сделает все, чтобы вернуться на первое место башкирской хоккейной лиги и лидирующую позицию УФСИН отдавать не собираются. Но можно забить гол престижа. Рэпш приложился едва ли не со своей дистанции, и удаление за 8 секунд до конца и отправится в штрафной бокс Александр Александрович. А мы понимаем, за что он отправляется. Возможно, за излишние эмоции. Не понравилось Мюррестаю, что против него жестко сыграли в центральном круге. А, к слову, не Мюррестай-то пострадал. 2 минутами Эльназаров. Рэпш будет бросать с неудобной руки? Нет. Не будет, потому что возможности для броска нет, но зато есть возможность забросить гол престижа. Нет. Евгений Брындин ставит жестко клюшку и отражает бросок в сторону. 6-4. 10 заброшенных шайб. На двоих настреляли Транснефть и УФСИН. И номинальные хозяева сегодня ликуют. Ведь это их праздник. Это их тяжелейшая победа. Ну а мы благодарим УФСИН за красивую игру. Благодарим за несгибаемый характер. У этих коллективов менталитет победителя. Все. К большому сожалению, вечер башкирской хоккейной лиги подходит к концу. Увидимся совсем скоро. С вами был Илья Антипин. До скорых встреч на хоккее. Пока-пока.